Аспирин, терафлю, таблетки от кашля. Сергей Сабельников внимательно разбирает коробку с лекарствами, которыми пытался вылечить, как он думал, обычный грипп. 9 месяцев назад мужчина почувствовал сильное недомогание, но к врачам обращаться не стал. Говорит, и подумать не мог, что подхватил палочки Коха, поэтому лечился дома. Спустя месяц самостоятельного лечения Сергея в тяжелом состоянии доставили в больницу. На месте выяснилось туберкулез. Но симптомы еще остались. Возможно, хирург сказал, что требуется операция. Но если требуется, как он знает, будем делать. А так все хорошо, легче стало. А дома это не лечение. Это так, самоубийство называется, я так понимаю. Вот в этой больнице прекрасно лечится. Это далеко не единичный случай, отмечают врачи Республиканского центра фтизиопульмонологии. Проблема с халатным отношением к своему здоровью всегда стояла крайне остро. Но пандемия коронавируса серьезно осложнила борьбу с туберкулезом, считают медики. Люди боятся попасть в общую сеть, боятся поставить диагноз коронавируса и сидят поэтому дома. И уже, как правило, попадают к нам. Вот у нас была женщина, тем более женщина из групп риска. Есть по туберкулезу есть группы риска. Это больные с сахарным диабетом, больные, которые инвалиды, которые сидячий образ жизни, да, прикованы к кровати, курильщики, конечно. Вот поступила женщина с сахарным диабетом в группе риска, которая длительно уже 3 года минимум, она не помнит, чтобы она делала флюорообследование. Цифры по сахарному диабету тоже высокие, она тоже его не контролирует, не лечится. То есть человек полностью запущен. Естественно, в легких там уже процесс с распадом. Несмотря на то, что за последние годы в Ингушетии отмечается снижение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу, показатель заболеваемости, в том числе детского населения, остается самым высоким среди республик СКФО – 42,2 на 100 тысяч населения. Врачи призывают не оставаться равнодушными к своему здоровью и ни в коем случае не игнорировать первые признаки инфекции туберкулеза. Самый первый симптом – это кашель. Естественно, кашель. Даже слабость, слабость может длительно присутствовать, но мы можем ее не обращать на это внимание. Но вот кашель уже должен насторожить пациента. Если вы кашляете неделю-две, да, это обострение бронхита там, или еще что-то, или вот после курса, да, когда вы обратились к терапевту, пролечились, все это прошло, это как бы прошло и все. Но если кашель после лечения, если вы уже в течение месяца кашляете и больше, то это обязательно нужно делать флюорообследование, обращаться к нам. Если говорить о детской профилактике тяжелых форм туберкулеза, то здесь на первое место выходит вакцинация БЦЖ. Также рекомендованы диагностические пробы МАНТУ и диаскин-тест. Правда, вот сами родители не особо горят желанием проводить данные процедуры своим детям. Как отмечают врачи, тенденция роста числа отказов от прививки БЦЖ новорожденных и иммунодиагностических проб детского населения в нашей республике сохраняется в течение последних 5 лет. Иммунодиагностика – это не прививка, это диагностический тест, это единственный метод выявления туберкулеза у детского населения. Почему? Потому что дети не выявляются по обращаемости, потому что туберкулез у них протекает с невыраженной клинической симптоматикой, то есть без жалоб без особых изменений в состоянии здоровья. Мы их называем так называемый первичный туберкулез или малая форма туберкулеза. И поэтому, если, допустим, взрослый кашляет, болеет, чихает, у него температура, он худеет, у него появились жалобы, характерные для туберкулеза, он обращается, мы ему делаем рентген-обследование, и дальше другие методы обследования выявляем, то ребенка мы можем пропустить, потому что такой выраженной симптоматики нету. Не секрет, что массовый отказ от вакцинации приводит к вспышкам инфекционных заболеваний. До 20 века туберкулез был практически неизлечим. Теперь же возможно выявить и вылечить заболевания на ранних стадиях. Прививать своего ребенка или нет, конечно, личное дело каждого. Однако нужно помнить, что родители подвергают опасности не только своих детей, но и тех, кто с ними контактирует. Амина Бокова, Магомед Дидигов, Новости 24.